думаете по поводу внесенного законопроекта в Сенат США о новых адских санкциях, так их уже назвали в Соединенных Штатах? Ну, первое, что я думаю, что он, скорее всего, пройдет. Так что эти санкции в ближайшее время будут в силу. Кроме того, вы не упомянули еще об одном пакете санкций, совместных санкций Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, который сейчас активно обсуждается и, судя по всему, будет принят в ближайшее время. И это пакет, касающийся специфически ареста 24 украинских моряков в Керченском проливе. Германия и Франция вначале пытались не вводить санкции, а договориться с Россией, чтобы те отпустили моряков, но это не удалось. И сейчас все приходят к выводу, что необходимо вводить такие санкции. Так что это параллельно с санкциями, с пакетом, который вводится сейчас Сенатом, конкретно инициатором является Линдси Грэм и Боб Мендес. Это двухпартийный такой проект. Параллельно с этим еще ожидается дополнительный специфический пакет совместных санкций Евросоюза и Америки, специфически связанный с арестом украинских моряков. Как вы думаете, рассчитаны ли, по-вашему, эти санкции на быстрый результат? Что значит быстрый результат? Санкции начинают работать практически сразу. Результат быстрый, мгновенный, зависит в первую очередь от самой России, как она на это будет реагировать. Пока она пытается делать вид, как мы знаем, уже немало санкций введено, что она их может легко пережить и даже еще пытается сказать, что им от этих санкций только лучше. Но это, безусловно, полная чепуха. Эти санкции действуют, они накапливаются, с каждым шагом эти санкции становятся сильнее. Особенно важны санкции, связанные с кредитами России, потому что финансовое положение России и наличие денег не столь уж хорошо. И если Россия начнут отрезать, а собственно это содержится в этих санкциях кредитования, то это очень болезненно России будет чувствоваться. Опять же, вопрос терпения российских людей в первую очередь, насколько они готовы это все терпеть и как долго, но то, что эти санкции имеют эффект, это безусловно так. Что касается банковских санкций Соединенных Штатов Америки против России, как вы думаете, могут ли они, по-вашему, все-таки повлечь отключение России от международной банковской системы SWIFT? Ну, это не включено в этот пакет. Конкретно, это совершенно конкретный шаг очень радикальный, я бы сказал, об отключении от системы SWIFT. Также Россия может быть отключена от системы кредитных карт Visa и MasterCard. Это очень радикальные шаги. Они обсуждаются как потенциальная возможность, и это, безусловно, нанесет очень мощный удар по российским финансам, но в данный конкретный пакет эта мера пока не входит. Вот мы видим, да, и вы, как изначально ответили, Европейский Союз совместно с Соединенными Штатами Америки после того, как Россия оккупировала Крым и начала агрессию на востоке Украины, Запад вводит санкции против Российской Федерации. Но также мы видим, что под санкции Соединенных Штатов Америки попадают и многие других стран, и санкции, которые там длятся десятилетиями. Это, к примеру, КНДР 66 лет, да, это Куба 54 года, это Иран 37 лет, это Ирак 26 лет, это Бирма 19 лет, это Сирия 12 лет и это Беларусь 12 лет. Как вы думаете, на сколько лет затянутся санкции против Российской Федерации и достаточны ли они на сегодняшний день, чтобы вынудить Россию оставить Украину, по-вашему?
Это интересный вопрос, и на него очень непросто в двух словах ответить. Дело в том, что страны, которые вы перечислили, различаются как теми санкциями, которые на них наложены, так и теми строями, которые там есть, так и зависимостью от внешнего мира. Например, та же Северная Корея. Там до сих пор совершенно жесткий коммунистический тоталитарный строй. Даже если там люди умирают от голода десятками тысяч или сотнями, что происходило, как мы знаем, это при вот этом тоталитарном коммунистическом строе, это то, что страна может принять. Кроме того, такие страны, как Северная Корея, ну как главный пример, ну и часть других, они очень мало связаны с внешним миром, они изолированные страны. Это фактически то, что было с Советским Союзом до 1991 года. Советский Союз до 1991 года был гораздо менее уязвим к внешним санкциям, чем сегодняшняя Россия, потому что он практически был замкнутая экономика, очень слабая, плохой, но замкнутая экономика, и не так сильно зависел от Америки или Европы. Современная Россия зависит, во-первых, гораздо больше, потому что и финансово, и торгово, и во всех остальных отношениях она стала частью международного экономического мира. Во-вторых, это не тоталитарный строй, в котором людей можно заставить умирать от голода, и не будет на это никакой реакции. То есть, безусловно, Россия намного более уязвима к внешним экономическим санкциям, чем, кстати, скажем, был Советский Союз или Северная Корея в данный момент. Спасибо.